Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю цыпочку на вашего мужчину. Давайте посмотрим в эту минуту, в эту секунду, что он думает о вас, какие мысли крутятся в его голове. Загадайте, пожалуйста, на любимого, либо на того, кто вам интересен, и пусть нужная информация вас найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, тут шок. Вы его шокировали. Он, бедненький, знаете, в такой полупанике находится. Он не знает, радоваться ему, либо огорчаться. Как-то вы раскрылись с самой неожиданной стороны. И тут речь скорее, знаете, про ваш характер, либо про ваше кредо, либо про ваши какие-то, вот знаете, личные, правила. То есть такой он вас еще не видел, такого он еще про вас не знал. Вспоминайте, что было накануне, что говорили, что делали, какие мысли высказывали, какие там, не знаю, желания озвучивали. Что-то такое сказали, от чего его, как, знаете, обухом по голове ударило. И звездочки возле глаз полетели. Он такой думает: Господи, что за женщина? Это же не женщина, это фейерверк, да? И вот правда до сих пор не решил радоваться этому, либо наоборот печалиться. Что-то вы такое вот совершили, что не могу сказать. Вы все разные, но тут фейерверки показаны. Как-то очень ярко себя проявили. Скорее всего, что-то сказали, либо сделали, от чего мужчина в шоке. Он постоянно к этому возвращается мыслями и думает: да как так, как я раньше этого не видел, либо как я проглядел этот фейерверк. Возможно, вы ему сказали, что вы что-то делаете, чего-то добились, либо на что-то рассчитываете, к чему-то стремитесь, что-то желаете. И он такой: ничего себе. Вот это поворот. Ну просто вот раскатала, не урыла, но раскатала. Ах, девочки. У него аж, знаете, припекает на сердце по поводу вас. Чем-то даже вот не напугало, но так восхитило. И он, возможно, с собой вот параллели проводит, сравнивает и думает: а я так не могу. А я бы на такое не решился. А я бы так не поступил, не смог бы так поступить. Может, вы за кого-то заступились, может, вы там с кем-то отношения выясняли. Что-то вы такое сделали, от чего мужчина в себя прийти не может. Смесь ужаса и восторга. Вот представляете, какая-то адская смесь? Ужас и восторг. Радоваться либо печалиться, что добро либо горе. Какие-то такие у него мысли, они прям путаются в голове. Ему, кстати, даже в эту ночь снилось что-то подобное. Вы в какой-то прям роли ему снились. И он то ли за вами бежал, то ли он пытался вас догнать, то ли он пытался как-то поучаствовать, Ну вот что-то было. Сейчас я лучше еще карты возьму. Вот карты хорошо с песком работают. Надо понять, что... я надеюсь, что карты покажут. Опять же, вы все разные, могут и не показать, но шокировало. Вы шокировали его. Не знал он это про вас и даже не догадывался. И даже, в принципе, у него мыслей таких никогда отродясь не было, что вот в целом женщины могут быть такими, как вы. Да, удивило так удивило, ошарашило. Покажите хотя бы приблизительно карты, что произошло, от чего этот мужчина в таком шоке. Ой, вы видите, птица, звезда. Но все-таки в хорошем смысле вы его удивили, в хорошем смысле шокировали. Он даже после этого вас еще крепче любить станет. Я вам серьезно говорю. Сейчас немножко в себя придет и скажет: не женщина, а клад, бриллиантик мой, моя драгоценность. Еще больше вас за это полюбит.
слишком высоко взлетела, высоко, да, он ходит по земле, а вы по небу летаете. По небу, понимаете, для него это мечта по небу летать, а для вас это реалии, в которых вы живете. Звезда проявила себя ярко, собой осветила путь. Возможно, даже какой-то ваш талант, ваши способности. Может, вы что-то предсказали, оно сбылось. И мужчина такой ходит, думает: господи, точно ведьмочка. Да? Да, она же прорицательница, да, она же будущее видит. Да? А может быть, вы действительно где-то добились какого-то ошеломительного успеха. Но для вас это база, норма, а для него это какая-то нереальная мечта. И он думает: да как так, да как так. Не успела сказать, да, а уже все сделала, уже звездой стала, уже сияет. Слушайте, ну да, вы молодец, вы так его покорили этим поступком, он крепче любить вас будет, больше ценить вас станет, беречь вас больше будет, ну и ревновать тоже станет больше. Так, девочки, ну жду ваши комментарии. Интересно почитать, чем вы так мужчинку уделали, да? Как вы этого добились? Ну, может, кому-то будет полезно. Может, девочки другие так умеют. А вы просто покажете, да, что нужно конкретно мужчине говорить. Ну, расскажете, да, что нужно мужчине говорить, как это подавать, чтобы поярче было. Для вас это какая-то обыденность, а для вас это что-то вот прям базовое. А для него это сверхъестественное, нереальное. То, что ему недоступное. Вот так вот, да, лисичка. Вот. Умная, талантливая лисичка. Девочки, то, что вы сделали, действительно поможет в ваших отношениях. Мужчина другими глазами уже на вас смотрит. Ему просто еще немножко времени нужно, чтобы в себя прийти, чтобы какой-то, знаете, вывод сделать, да, более-менее, который он может принять. И еще я так скажу, вы с этим мужчиной не просто так сошлись. Я вижу, что у вас прекрасное вместе с ним будущее, но ему очень много придется сделать, чтобы соответствовать вам, либо к вам приблизиться. Да? Вы очень крутая для него, нереально крутая. Не только для него, для всех других вы тоже очень крутая. И знаете, есть мужчины такие вот завистливые, которые начинают своим женщинам завидовать, потому что они так не умеют. И это их гложет, это подтачивает отношения, мужчина завидует, мужчина там цепляется, мужчина пытается, знаете, самоутверждаться любым путем, и это разрушает отношения. А в этом случае я вижу, что мужчина будет наоборот стремиться, развиваться, достигать, вот сны ему снились, что он вас догонял, да, достигать наравне хотя бы с вами, либо приближенно, да, вот к вам достигать. Это, конечно, очень тяжело, потому что мужчине очень многое нужно будет преодолеть. Да? Вы родились такой яркой звездой, а ему нужно приблизиться к звезде. Это очень тяжелый путь. Но это путь не соперничества, а путь стимула. Да? Вы его хорошо простимулируете этим. И мужчина будет прям действительно к вам относиться как к звезде. И уважать вас будет, и хвастаться вами станет. И то, что такая шикарная, талантливая женщина его, всегда будет согревать ему сердце. Вот. Хороший знак, мне очень нравится. И знаете, вот еще скажу, что мысли о вас сегодня его очень сильно отвлекали от работы. Очень сильно. Он прям не смог ни разу сосредоточиться и с первого раза что-то сделать. Постоянно там то выходил, то вставал, то там отвлекался, да. Вот прям не даете вы ему работать. Но с другой стороны, все-таки лучше так, да, чем мужчина байдыки бьет, либо мужчина непотребством занимается. В вашем случае мужчина все сильнее и сильнее в вас влюбляется, и это хороший знак. Особенно если вы рассчитываете на долгие серьезные отношения с ним. Возможно, да, вы наконец-таки встретили того самого, и даст Бог, все у вас получится. Единственное, что вот с вашей стороны я вижу еще одного мужчину. Но, возможно, это какой-то тайный влюбленный, возможно, это какой-то ваш бывший, который разбил вам сердечко. И опасность состоит в том, что этот мужчина скоро либо появится, либо начнет проявляться. И если чувства еще, не изжили себя, либо точка не была поставлена, конкретная завершающая точка не была поставлена в ваших взаимоотношениях, то вы прям окажетесь между двух огней. С одной стороны, вот этот ваш загаданный, а с другой стороны, тот из прошлого, либо бывший, либо это тайный у кого-то мужчина. И вам, возможно, даже будет непросто
Да, не просто, потому что и тот поддавливает мужчина, и этот тоже начнет поддавливать. И вам еще придется выбирать. Да? Но выбирайте не только сердцем, но и головой. Это вам такая маленькая подсказочка. Вот этот мужчина, если из прошлого, может вам действительно немножко осложнить жизнь. Осложнить там, где вы и не ждете. Но с другой стороны, вот этот новый мужчина, он действительно может стать для вас опорой. Только знайте, что его обижать нельзя, и в нем сомневаться нельзя. Он прям очень как-то болезненно к этому относится. Так, еще, что мужчина думал о вас? Думал, что вам нужно какой-то подарок сделать. Подарок. То ли что-то конкретное, ну, например, вы там вместе мимо магазина проходили, на какую-то ювелирку обратили внимание, либо на какую-то сумочку, может, там косметика, не знаю, что-то. Вот обратили внимание, стояли у витрины, либо даже примеряли. И он такой: так, надо денежку подкопить, и надо ей обязательно этот подарочек сделать. Либо, в принципе, он думает о том, что нужно сделать вам подарок, что типа давно ничего не дарил, и надо сделать моей любимой женщине подарок. Об этом он думает. Но у него то ли с фантазией туго, то ли с деньгами сейчас, ну, непросто, да. Может быть, он ждет зарплату, может быть, он у кого-то там деньги решил одолжить. Но вот явно что-то с деньгами у него не так. Он понимает, что нужно вас там ходить, выгуливать, вывозить куда-то, да, в хорошие, шикарные места. Но кошелек такой нет. Говорит: нет, мы не потянем с тобой. И он, кстати, очень сильно из-за этого нервничает. Он вот прям из-за этого даже может комплексовать, что у меня нет денег на любимую женщину. И еще из-за этого этот мужчина может отказываться от встреч. То есть, но он понимает, что он не может вас обидеть, придя к вам, там, не знаю, с шоколадкой и ромашкой, да, что вы женщина, которая заслуживает самые лучшие рестораны и самые дорогие огромные букеты. Вот. Для него его финансовая несостоятельность в сегодняшнем дне — это прям какой-то, не знаю, как грех какой-то, да. То есть он себя слишком корит за то, что у него не хватает денег, чтобы вас радовать. И если вы думаете, что как он может меня любить, если он там не приходит на свидание, что он где-то там пропадает, типа на работу ссылается. Ну, во-первых, это правда, у него много работы, ему нужно заработать деньги. А во-вторых, вот я вам объяснила, почему он избегает свиданий. Потому что у него нет денег, ему денег не хватает на то, чтобы с вами гулять. И если вы даже скажете, что мне не нужны рестораны, то мужчина думает иначе. Даже если вы ему в глаза скажете, что вот не хочу рестораны, давай дома кушать. Типа, я сама буду готовить. Но мужчина на это не пойдет. Ему стыдно, девочки, ему стыдно смотреть вам в глаза. Зная, какая вы шикарная женщина, вот у него нет денег. Вот как-то так мне идет. Может быть, он в какие-то расходы попал, может, еще что-то произошло, может, его там подвели на работе, да, но вот денег у него нет. И это его прям такой, как бич, да, боль жизни, что у меня нет денег на любимую женщину, я не платежеспособный. Ну, это, конечно, не всегда так будет. Вот как деньги появятся, то и мужчина появится, да, и начнет вас там удивлять, радовать, дарить вам подарки. И также, мои хорошие, он еще думал про какую-то женщину, которая про вас гадости говорила. Говорила либо конкретно ему, либо ему стало известно, что какая-то женщина про вас гадости говорит. И он не знает, как ему правильно поступить. Следует ли ему вам об этом говорить. Либо ему, как мужчине, нужно с этой женщиной самостоятельно подойти и поговорить, и предупредить, чтобы она больше этой фигней не занималась. Да? Потому что ему было очень неприятно и очень обидно за вас, что какая-то дамочка, да, позволяет себе открывать рот в вашу сторону и какие-то глупые вещи говорить, да, неприятные вещи говорить. Он не верит в то, что говорит эта женщина, но ему обидно за вас и неприятно, да, что такое происходит. Вот он думает, как правильно, если он вам расскажет, а вдруг вы расстроитесь, а вдруг вы там переживать начнете, да, то есть он станет источником ваших каких-то негативных эмоций. Вот, самому влазить. Это более как-то для него рациональным кажется. Но с другой стороны, представьте картинку, да, мужчина подходит к женщине разбираться. Как-то это тоже не очень логично выглядит. Вот, и он как бы столкнулся с такой дилеммой. Смотрите, он еще будет об этом думать, но вы в этом вопросе можете всецело на него положиться. То есть он и защитить вас может, и с той женщиной достаточно,
грубо, ну не грубо, может быть, строго поговорить, да, строго поговорить. Вот. Если вы знаете, кто о вас плохие отзывы дает, либо какие-то гадости говорит, вы уж лучше сами с ним обсудите, скажите, что ну вот женщина ненормальная, неадекватная, и вот такое вот происходит. Так, еще у кого-то из вас отыграется, как вы в разлуке находитесь, да, то есть вы не разъехались, например, там вы в командировке, либо у родственников, либо он в командировке, либо у родственников, может, вообще в интернете общаетесь. Вот этот момент, что вы не вместе, не рядом, для мужчины он психотравмирующий. Мужчина очень много думает о том, что вы такая красивая, что кто-то может к вам там приставать, да? Либо кто-то может на вас глаз положить, начнет вас там соблазнять всячески. Конечно, он не ревнивый человек, и он не собственник, но такие мысли в голову ему очень часто лезут. И он такой, блин, ну как так, да, ну как так? Вот что сделать, чтобы ее защитить? Ну вот как я могу ее защитить на расстоянии? Это ему тоже болит. Тут он не может найти выхода. И надеется, очень надеется и верит в то, что вы не станете соблазняться и не будете там ночью где-то бродить, чтобы никто к вам не приставал, никто вас там случайно не обидел. А вообще он думает о том, как скорее сократить эту дистанцию. Но опять же, мы знаем, что денег у него не хватает, да, что у него сейчас проблемы с деньгами. И это опять же еще один стресс. Да. У него, кстати, много стрессов в жизни, много. Все это на него давит. У мужчины плохой сон. Вот. Но когда он спит, все-таки вас он видит в своих снах, видит вас. И, кстати, видит в этом знак, потому что он, когда просыпается, у него всегда улыбочка на лице играет, да, потому что вы ему снились, и это был такой приятный сон, да, любимая женщина снилась. Вот. Вы его все-таки вытягиваете. Если бы вас не было в его жизни, то, возможно, мужчина бы уже давно руки опустил, давно бы сдался, и непонятно вообще, что с ним бы потом случилось. Да, но вы его вытягиваете. У него очень теплые чувства к вам, очень романтичные чувства к вам, очень горячие чувства к вам, особенно вот этот последний случай, да, он тут и в восторге, и в шоке, и в ужасе, и все это вместе не дает ему покоя. В принципе, мне нравится ваша отсыпка, и вообще я вижу вас вместе, и вообще показано, что вот разорванное кольцо, да, оно соединится и будет полноценным, то есть говорит о том, что вы будете вместе, вы сойдетесь, все у вас будет хорошо. Неважно, вы на расстоянии, либо вы просто встречаетесь, либо еще что-то произошло, но вы соединитесь. Если вы загадали на человека, с кем вы, например, поссорились, либо в паузе находитесь, но он тоже от вас в восторге, может, по вашим соцсетям пробежался, может быть, что-то от вас услышал, узнал, о вас, например, узнал, да, либо от вас что-то услышал, что привело его в полный восторг. Никаких обид он уже не помнит, но очень переживает, что вы можете быть на него обижены. Вот за это он, да, действительно переживает. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.